Стоимость продовольственных товаров все еще растет, а власти региона продолжают искать меры воздействия на сдерживание повышения цен. Так, местные сельхозпроизводители могут без арендной платы реализовывать свою продукцию на одном из главных торговых объектов региона. Центральный рынок Назрани предоставит предпринимателям бесплатные точки для продаж. Всего их более 150. Зона торговли расположена совсем близко к центральному входу крытого рынка напротив торгового центра. Павильоны рассчитаны для торговли продовольственными продуктами, бытовых товаров, а также владелец не против продажи одежды. Торговцам продуктов питания точка бесплатно предоставляется на полгода, для бытовой химии на 3 месяца. Платить предпринимателям нужно только за налоги и энергоснабжающим компаниям. Все контейнеры для продажи закрываются на замок. На территории объекта круглосуточно работает охрана, соблюдены все меры безопасности людей. Охрана здесь, пожаротушение, огнетушители есть у всех, каждого. Так, что здесь? Свет. Пока здесь немноголюдно. Руководство рынка надеется, что скоро павильоны заполнятся и продавцами, и покупателями. Аза Межоева начала работать в начале месяца. Благодарит администрацию рынка за предоставленную возможность. Потому что в нынешних условиях бизнес терпит большие потери. Платить за аренду помещения не у всех получается. И пока неизвестно, как пойдет торговля у новых предпринимателей. А бесплатных полгода работы вполне достаточно, чтобы наладить свое дело, делятся продавцы. Очень даже удобно. Тут закрытое помещение, все хорошо, все закрывается, не течет. Очень даже нормально условия создают нам, потому что нам сделают снисхождение. Администрация хорошая, людям хорошо обращаются. Бесплатно почти сашегерде хад могу жуач хатсиилш налог далга аренда хамдал дезет эн хадукос бухдежет. Договоренность с центральным рынком была достигнута на совещании, в котором приняли участие представители Минсельхоза и Минпромсвязи. Также руководство компании готово предоставить места для продаж мобильным объектам торговли, которые будут реализовывать сахар, муку и гречку. Сейчас очень сложно вести бизнес, и вот эти налоговые льготы, если бы было предоставление налоговых льгот, это бы способствовало как-то снимало бы нагрузку с предпринимателей. А предоставление торговых мест без арендной платы – это, конечно, определенная помощь. Пока властями применяются различные рычаги воздействия на сдерживание цен, у жителей есть возможность сообщить в правительство региона напрямую о нарушениях на точках торговли. По номерам горячей линии 8 928 747 75 44, 8 873 4 55 14 23. Также накануне премьером Владимиром Сластениным дано поручение о запуске горячих линий во всех муниципалитетах республики, чтобы установить связь между населением и органами исполнительной власти. На горячую линию человек может обратиться по вопросу, который его волнует. Это касается и цен, это касается качества, это касается сроков хранения. То есть там широкий спектр вопросов, которые горячая линия может обсуждать и принимать какие-то конкретные решения. Представители Минпромсвязи по поручению главы региона продолжают вести мониторинг ситуации по ценам и наличия продуктов на территории республики. Отмечают, что дефицита товара в регионе не наблюдается. Оптовики, которые занимаются оптовыми поставками товаров, имеют определенные запасы, я имею в виду сахара, муки, и готовы при поступлении заявок от предпринимателей поставить необходимое количество указанных товаров. Однако покупатели теперь жалуются не только на ценовую политику предпринимателей, но и на нарушение своих прав. Цены на кассе не соответствуют указанным на товарах. О фактах нарушений в магазинах можно сообщать по горячей линии Единого консультативного центра Роспотребнадзора, которая действует по всей России. 8 800 555 49 43. Звонок бесплатный. Также, если вы расплатились и только после поняли, что с вас взяли больше, магазин обязан вам вернуть разницу. Еще одно нарушение закона – отсутствие ценников на продукции. Продавец обязан указать стоимость продуктов, так как это дает покупателям возможность сделать выбор. Диана Дударова, Магомед Дидигов, Новости 24.